благодарными сердцами будем петь, 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 вместе с небесами воспевать хвалу и славить Иисуса. Нашему Господу, воспевать Ему, прославлять Его. Он достоин всей славы. Иисус, Ты живой, Господь живой, воскресший. Иисус, Ты живой, Ты наша жизнь, воскресший Иисус. О-о, о-о, о-о. Живу, чтоб славить, живу, чтоб славить Тебя. Отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты жизнь отдал мне. Живу, чтоб возвещать, Господь за нас страдал. Отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты жизнь отдал мне. Подобных нет Тебе, Бог, подобных нет Тебе, Бог. Иисус, Ты один, с кем быть хочу, тот, для кого живу. Иисус, Ты святой, Господь живой, всю славу воздаю. Ого, ого, ого. Живу, чтоб славить, живу, чтоб славить Тебя. Отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты жизнь отдал мне. Живу, чтоб возвещать, Господь за нас страдал. Отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты жизнь отдал мне. Подобных нет Тебе, Бог, подобных нет Тебе, Бог. Живу, чтоб славить, живу, чтоб славить Тебя. Отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты жизнь отдал мне. Живу, чтоб возвещать, Господь за нас страдал. Отдаю себя, отдаю Тебе, ведь Ты жизнь отдал мне. Подобных нет Тебе, Бог, подобных нет Тебе, Бог. Аллилуйя! Нет подобных нашему Господу. Воздай Ему славу, Господь, спасибо, Ты живой, Ты истинный, Ты верный. Аллилуйя Тебе, наш Бог.
Аллилуйя. Великий Бог, в Твоем присутствии ходил великий Бог. Перед Тобою мы стоим, великий Бог, и простираем руки наши в небеса. Мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. О, мы жаждем Тебя. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Великий Бог, безмерною любовью возлюбивший нас, своей великой жертвой вдохновивший нас. О, мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. О, мы жаждем Тебя. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Святой Господь, превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя. Превозносим Тебя.
Господь. Спасибо Тебе за Твое величие, за Твое могущество, за Твою силу, Господь, за то, что Ты назвал нас своими детьми, Господь. Спасибо. Тебе, Господь, прихожу опять со всем, что есть во мне, Бог. Ты взял мой мир в ладони своих рук. Я Твой, Господь, навеки. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Пойду туда, куда и Ты пойдешь, через радость и любовь доверюсь я. Хочу ходить по Твоим путям в обетованиях всегда. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Niger gelemin dolbar bına arılamın elilerge migin oskudan en
чтобы жить, ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Чтобы жить, ты причина, чтобы петь. Верю я в тебя, Иисус, я принадлежу тебе. Ты причина, чтобы жить, ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Ой, дорогие, ну прям так и жидко аплодисменты нашему Господу. Да. И Господу аплодисменты, и спасибо огромное прославлению. Ну, не важно, что их сегодня меньше, но вы чувствуете, какое присутствие, да? Благ Господь, слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, наш Боже, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за этот новый день, Господи, что мы можем предстоять пред Тобой, что Ты сохранил каждого из нас, Господи. Мы так благодарны Тебе, что Ты избрал нас во Христе Иисусе. Мы благодарны Тебе за Голгофский крест, за ту победу, которую Ты дал нам. Мы можем входить в эту победу, за все обетования во Христе, которые есть «да» и «аминь». Мы благодарим Тебя, Господи. Мы славим Тебя. Слава и хвала Тебе. Слава и хвала Тебе, превознесенный. Мы сегодня пели: Господи, восседай на престоле наших сердец. Мы преклоняемся пред Тобой. Мы святим Твое святое имя, Господи. Мы уповаем на Тебя. Мы возводим свой взор на Тебя, Господи, смотрим. Мы молимся об одном, чтобы Твое царство, оно распространялось. Чтобы небеса, Господь, они сошли сюда. Что было так на земле, как и на небе. Мы, Господь, жаждем этого всем сердцем. Мы просим Тебя, дорогой наш Господь, коснись сейчас каждого сердца, в которое Ты уже вошел или в которого Ты только стучишься. Коснись особым образом этих верных, которые предстоят сейчас пред престолом благодати. Ты знаешь все помышления, даже движение мыслей. Ты видишь каждое сердечко. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты вошел в каждую ситуацию, каждого брата и сестры. Там, где Ты, там победа. Там, где Ты, там свет. Там, где Ты, там жизнь. Господи, войди. Ты знаешь, кто в чем имеет нужду. Кто в укреплении здоровья, кто в чуде, Господи. Ты Бог чудотворец. Чудотвори. Чудотвори, да приходят новые органы, да приходит обновление во имя Иисуса Христа, начиная от макушки до пятки. Во все, Господи. Пусть Твоя кровь, она регенерирует, она восстанавливает, она исцеляет. Мы принимаем эту кровь, и Ты покрываешь ее нас. Мы благодарим Тебя, Господи. Приди, Господь, кому нужны финансы, пусть откроются небеса по Слову Твоему.
Ты изливай эти потоки. Кому нужно, Господь, исцеление сердец, исцели, излей свой елей во имя Иисуса Христа. Да придет Твой мир, мир как река в каждое сердце. Твой мир в каждый дом, в каждую семью, в наши роды во имя Иисуса Христа. Твой мир, Господи, дотечет. Мы призваны жить в Твоем мире, в Твоем покое. Мы благодарны Тебе, что Ты своим миром, своим шаломом наполняешь нас, наши сердца. Наполняешь нас радостью, даешь нам уверенность в будущем. Господи, мы так благодарны Тебе за все, потому что мы воистину блаженны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Народ Божий, вы блаженны. У нас Господь наш Бог. Слава Ему и хвала за все. Господь, мы благодарны Тебе, что мы можем собираться в этом уютном зале. Но мы еще более благодарны Тебе за каждую жемчужинку, за каждую Твою дочь, за каждого Твоего сына, который здесь предстоит пред Тобою. Мы благодарим Тебя, Господи, и все вместе молимся о наполнении Тобой в каждом дне. Наполни нас просто Своим Духом, Господь, чтобы мы могли изливаться, мы могли переливаться на других в этот мир, Господь, и быть светом. Наполни нас, Господи. Приди во имя Иисуса. И мы также ждем, Господи, чтобы Ты изливал свою небесную любовь, любовь Агапы. Изливай, Господи. И потому узнаешь, что ученики, когда будем иметь любовь друг к другу. И это Твоя самая большая заповедь, Господи. И мы просто простираем свои руки, открываем сердца, чтобы Ты изливал эту любовь на нас. Изливай, Господи. Твои потоки – это потоки жизни. Изливай на нас, Господи. Мы хотим меняться, преображаться, Боже, и делать дела, которые Ты желаешь, чтобы мы делали, быть в Твоей совершенной воле. Мы, Господь, благословляем, как церковь, этот город, наш любимый город Якутск. Благословляем нашу республику Саха, нашу страну Россию. Мы благословляем все народы, Господи, Твоим святым именем. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Да будет мир установлен на этой земле. Благослови нас, Господи, молиться правильно, благословлять начальство и власти, а не проклинать. Покрывать Своей любовью, Господи, тех, которые еще не познали Тебя. Благослови нас в этом возрастать. И мы все молимся о том, чтобы Ты укрепил веру нашу. Укрепи, Господи, и умножь веру нашу, чтобы мы все прошли достойно, как дети великого Господа и Царя. Славим Тебя за все, Господи, благодарим и все отдаем в Твои святые руки. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! У нас так много лиц, которых мы давно не видели. Здравствуйте. Всем, кого я не это. Почему я это говорю? Добрая традиция, вы знаете, можно не садиться. Подойдите к кому-нибудь, кого вы давно не видели или видите первый раз, минимум 3 или 4, и скажите что-нибудь хорошее. Благословите этого человека. Хочешь быть дружелюбным, будь сам дружелюбен. Вернее, хочешь, чтобы с тобой дружили. Давайте воплощать это. Хорошо?
Что-то я увлекся, музыка играет, хорошая сели, разговариваем. Потом очнулся, кто здесь? Оказывается, собрание у нас идет. У нас добрая традиция, мы на каждом собрании благословляем детей. Сегодняшний день не исключение. Дети, подростки, что-то как-то у нас немного сегодня. И вот они начинают откуда-то выходить. Давайте мы благословим всех, кто здесь, также всех детей, подростков, кого нет сегодня в зале. Вы знаете, что у нас большая группа поехала, да, под Ижевском, там вот где проходили царские охотники. Мне дети отправляли кое-какие видео, там, конечно, Саша Прощелыгин строил трассы. Вы можете представить, что там придумал Саша Прощелыгин. То есть все в грязи, и, ну, вроде бы, главное, руки на месте, и слава Богу. Давайте мы помолимся. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, за всех, кто здесь присутствует, также за всех, кто находится где-то в других регионах, в других местах, кто-то отдыхает, кто-то у бабушки с дедушкой. Где бы ни находились, Господи, мы благословляем их. Просим Тебя, Господь, чтобы Твоя рука была над каждым из них, уберегая их от зла. Господь, пусть этот остаток лета пройдет для них с пользой. Пусть наполнятся витаминами, солнцем, энергией, жизнерадостностью. Господи, пусть всегда знают, что у них есть Небесный Отец, который заботится о них, смотрит за ними, что они могут всегда прийти к Тебе. Господи, я прошу Тебя особенно за всех, кто поступает в этом году, кто подал куда-то документы, Господи, благослови их, помоги определиться, еще есть время, чтобы определились, помоги с выбором и усмотри все, Господи. Благословляем, чтобы поступили туда, куда хотят. Если кому-то предстоит переезд куда-то, также, Господи, благослови и усмотри все. Да будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Слава Богу, да. Детки, можно идти туда. Да, и, кстати, мы сейчас вот не помолились, к нам участковый приходил и еще кто-то. Ну, видимо, сигнал поступил, что вот каждое воскресенье тут машины стоят, народ собирается, может быть, там игровые автоматы. Как бы, ну, я так понимаю, видимо. Я просто попросил, что подойдите позже, когда у нас все закончится, я поговорю, отвечу на все ваши вопросы и, там, и так далее. Просто давайте мы помолимся тоже, чтобы с властью надо строить отношения нормальные и, ну, чтобы не тратить время на всевозможную, не хочется, да, штрафы, потому что вы сами знаете, если сильно захотеть, можно обязательно к чему-нибудь докопаться. Господи, мы просим Тебя, отдаем эту ситуацию в Твои руки и благословляем этих ребят, которые придут. И просим Тебя, Господи, благослови нашу встречу, чтобы все прошло хорошо, чтобы мы ответили на все их вопросы. И, Господи, сделай так по возможности, чтобы у нас никаких ни штрафов не было, и чтобы отношения не портились, чтобы все было хорошо. Отдаем в Твои руки. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Садитесь. И у меня есть несколько, да, мне надо взять телефон, несколько сообщений. У меня не слишком много, вот я как-то цыкаю вот так. Мне кажется, не? Может быть, да, чуть-чуть, вот да, верха убавить или низов добавить. А то я как-то... Спасибо. И кто-то помнит, знаете, я как-то несколько месяцев назад была проповедь такая «Стоять твердо», и я там рассказывал про, как пример приводил, был, ну, у нас есть хоккеист Иван Проворов, вы помните, он играет в НХЛ в Америке, и что он отказался выйти на разминку в этой вот майке ЛГБТшной, да, ну, лига это поддерживает. Кто помнит вообще об этом? То есть Прайд, там, мы все это дело рассматривали, и на него просто обрушилось там такое, я не знаю, наезд такой был со СМИ, газеты, журналы, что да кто он такой, если он не принимает наши ценности, его надо гнать, пусть едет обратно к себе в Россию, ну, в таком вот духе. Помните, потом по прошествии какого-то времени клуб, другой совершенно, Нью-Йорк, Рейнджерс сначала, да, это в Нью-Йорке, он играл за Питтсбург где-то, клуб Нью-Йорк
в Нью-Йорке, они официально отказались принимать участие вообще во всех этих мероприятиях. Хотя до этого, несколько лет подряд все хоккеисты, они выходили, то есть это вот тренировка на... А вот, кстати, он есть, это вот тот самый Иван, Проворов или Проворов, вы там уже читаете, да, немножко это... Да, и там уже все расписано, в принципе, ну, здорово. Суть в чем? Буквально на прошлой неделе лига, вся лига, она официально отказалась участвовать просто вот в этих вот Pride Night. Только вдумайтесь в это. Все началось с одного парня. Сейчас это вообще модный тренд на то, чтобы вот эта инклюзивность, ЛГБТ, вы знаете, что даже Дисней сошел с ума и начинает включать персонажей в мультики для детей, которые нетрадиционной ориентации. И слава богу, как бы эти мультики, они проваливаются в прокате, то есть люди просто наказывают компанию рублем. То есть, никто в здравом уме не хочет показывать это своим детям. И вот просто я вам хотел, вот в Твиттере было это, что, да, вот там есть английский, что запретили официально. И вот здесь, знаете, вот я как бы вам хотел тоже вот с Твиттера, вот давайте смотрите, это то, что происходит в Америке, происходит сейчас. Вот школьная учительница из Вашингтона просила 10-летнюю ученицу удалять сообщения с ней, чтобы родители не узнали, что они обсуждают смену пола. Вдумайтесь, 10 лет. Учительница обсуждает с ребенком смену пола. И сейчас это официально одобряется, что родителям не нужно говорить. И школа, они имеют полное право. Более того, они имеют право, если родители не одобряют, то чтобы защитить ребенка, они могут забрать ребенка из семьи. И вот дальше, там такая-то вот учительница из такой-то школы завела очень странные отношения с своей 10-летней ученицей. Она месяцами обсуждала с ребенком его гендерную идентичность, просила скрывать переписку от родителей и даже приглашала девочку пожить у себя дома. Через какое-то время обработки ребенок не выдержал, а довольный педагог разослал другим учителям письмо, что к девочке теперь нужно обращаться он-они. Родители, узнав о том, что происходит с их дочерью, моментально забрали девочку из школы. После этого гендерную дисфорсию, то есть у ребенка как рукой сняло, ребенок снова начал жить, считать себя девочкой, радоваться жизни. И там дальше единственное, что ждет учительницу за такую работу, это премия. Школьный округ, в котором она работает, поощряет разговоры о главном и разрешает учителям скрывать от родителей, если им удалось внушить ребенку сменить пол. Я раньше тоже смеялся над этим. В последнее время я смотрю на все, на это, ужас какой-то. Уже вообще не смешно становится. Зачем я вообще поднял это? Вы знаете, что на прошлой неделе Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о запрете смены пола в России. Причем не только у детей, а вообще. То есть если там, есть оговорки какие-то, исключения по медицинским показаниям, если, я не знаю, там прямо совсем какие-то редкие случаи должны быть. Я вам хотел ролик пустить. Там, в принципе, зачем? Это спикер нашей Думы, Володин. Он ведет телеграмму, вот он там в том числе опубликовывал. И вот у него, кстати, с телеграмма, давайте я прочитаю просто публикация, у него, по-моему, тоже есть. Есть она? Да, это вот, ага. Приняли закон о смене пола. Это, в смысле, я переслал с телеграмма Володина. Решение защищает наших граждан, детей. Дальше он приводит статистику. Вдумайтесь, операции по смене пола, мне так не видно. Да, так нормально. Либо с этого прочитать. Вдумайтесь, операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. Трансгендеров, по данным на 2022 год, 1 миллион 640 тысяч, среди которых 1 миллион 300 тысяч взрослых. Это 0,5% взрослого населения в США. И 340 тысяч подростков. Это почти 1,5% всех детей в США в возрасте от 13 до 17 лет. Чудовищная тенденция. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо. И вот он дальше. Я просто не мог не поделиться с вами. Знаете, то, что мы говорили вот про Ивана, который когда-то вот в Америке вот он встал, и какое чудовищное давление на него оказывалось. То есть я не знал тогда, что вот все так будет. Когда мы его приводили, помните, он был вообще не в тренде, на него шел просто наезд. И если посмотреть сейчас на западный мир вообще, что там происходит, я не знаю, что случилось вообще с головой у людей, знаете,
Бог хочет наказать, есть такая, да, поговорка. Он лишает человека разума. Мне кажется, там, ну это прямой путь к вырождению вообще. Что творится в нациях, и вы только вдумайтесь, представьте, какой наезд. Ну, вот знаете, вот в Венгрии, там есть президент такой, да, который тоже более-менее держится. И вот как его вообще прессуют. И как сильно прессовали Россию. И вот Россия, я не побоюсь этого слова, знаете, на самом острие вот, противостояния, просто с этим вот мракобесием каким-то, я не знаю, с дьявольщиной. Нет ничего нормального в этом. Вы знаете, даже по статистике, помните, я как-то примеры приводил, более половины людей, которые поменяли пол, они сожалеют уже в течение 2-3 лет об этом. А вы понимаете, что если это операция физическая, то назад дороги нет. А если дети, они принимают гормоны, это, ну, это непонятно, какие вообще будут последствия, когда ты что-то подавляешь, и статистику пока еще никто не вел, когда если ты в 10 лет сменил пол, и тебя пичкали гормонами, когда у тебя еще тело не формируется, а если сделали еще и физическую операцию, у ребенка еще ничего не сформировано. Как вы думаете? Ну, я даже не представляю. Что будет с ним потом, пожалеет ли он? Поэтому слава Богу за нашу страну, за наше руководство, и я рад, что у нас так. Потому что вот эта свобода, это все хорошо. Свобода – это очень хорошо. Но всякая свобода, знаете, свобода от маразма и свобода от таких вот вещей, это тоже нормально. Кто-нибудь скажет аминь? Вы согласны или нет? Вот, я хотел с вами поделиться вот этим. Это еще не проповедь. Но вот, а сегодня я бы хотел с вами поговорить, знаете, давайте мы сначала местописание прочитаем, к которому мы будем обращаться. Довольно-таки продолжительное такое, но это Бытие, 29 глава. Бытие, 29 глава из 15 стиха. И здесь Иаков, предыдущего там он идет, он уходит из своей земли, он идет искать там своего родственника, где ему сказали, что ты там найдешь себе жену там, и так далее. Вот эта вот ситуация, она развивается. Мы давненько не обращались к Ветхому Завету, такие истории не читали. Освежим в памяти. Кто-то прочитает первый раз, услышит. Итак, Иаков приходит, он встречает там женщину симпатичную в поле, которая пасла там овец, и выясняется, что это как раз вот он ищет ее отца и так далее. Это его дядя, да, по матери, его зовут Лаван, и вот он его ищет. И дальше. То есть он пришел, так обрадовался, вообще растрогался, они там обнимаются, что вот я действительно к тебе шел, и он ее месяц прожил. После того, как он прожил месяц, 15 стих, и Лаван, у которого, то есть тут жил вот этот вот дядя Иакова, он говорит, сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник, скажи мне, что заплатить тебе? То есть Иаков прожил у него месяц, соответственно, не просто баклуши бил, работал, и Лаван ему говорит, ну, я понимаю, что ты родственник и так далее, ну, давай я тебе буду платить, что ты у меня бесплатно работаешь, вот так. У Лавана же было 2 дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую твою дочь. Чтобы вы здесь понимали, Иакову здесь 70 лет. Вот когда вот он уходит, ему было 70 лет, вот он здесь 7 лет работает, то есть ему уже 77. Ну такой. И до этого Бог ему дает обетование, что от тебя будут 12 колен Израилева. Почему он говорит, что я буду за тебя работать? Это, у нас как бы принято, мы дочь, когда выдаем, даем ей приданное. Да? На Востоке немножко не так. Там нужно заплатить колым за невесту или за жену. Многие, вот, например, даже сейчас традиция осталась в странах Востока. Молодые люди не могут себе позволить, потому что нету ничего, чтобы невесту себе получить. И здесь вот то, что происходит, он говорит, когда Иаков, он пришел, у него особо нет ничего с собой. И он говорит, давай я буду у тебя работать, вот на тебя 7 лет буду работать, и за это ты мне отдашь свою младшую дочь в жены.
такие комментарии, сразу, чтобы нам все четко и ясно понимать. Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. То есть прошло 7 лет, он говорит, все, я 7 лет отработал, у нас был уговор, отдай мне ее в жены, чтобы я уже мог с ней жить как с женой. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию. Вы помните, он работал за Рахиль, не за Лию. И женился он вроде бы на Рахиле. Но вечером Лаван взял Лию, старшую, которая была не очень, и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И многие комментаторы пишут, знаете, то есть это по традиции делалось все во мраке, то есть первая брачная ночь, заводили ее, как называется, штуки, которые, то есть скрывали, не знаю, может быть там пир был, история умалчивает, в общем, переспал он с Лией. И дал Лаван служанку Зилфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавану, что это ты сделал? Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Знаете, кто помнит, как Иаков, он поступил со своим отцом? И как он утащил благословение, да? Очень похоже. Он его также обманул самым подлым образом. Тот думал, что он благословляет старшего сына, а получилось вот так. Ему вернулось. Но это не тема, так, отступления. Для размышления. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Он говорит, как-то не по-людски, в общем. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других. О чем он здесь говорит? Свадьба длилась неделю, он говорит, давай догуляем эту свадьбу, неделя пройдет, то есть вы понимаете, он с ней переспал, то есть по факту он женится, он уже, то есть отец же, не просто обесчестил ее, да, он отдал ее, и тем самым тот вынужден теперь ее взять в жены. По факту он на ней женился таким образом. Он говорит, давай свадьбу догуляем неделю, после того, как закончим, справим сразу другую свадьбу, и ты получишь Лию. А потом еще 7 лет за нее у меня отработаешь. Рахиль, да. И он соглашается. Да? Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, то есть они догуляли. И Лаван дал Рахиль, дочь свою ему в жены. И вторую свадьбу на вторую неделю. И дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Иаков пошел и к Рахили, и любил Рахил больше, нежели Лию. И служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима. И отверз утробу ее, то есть Лиину. А Рахиль была неплодна. То есть, он дал ей способность рожать. Да? Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. И мы потом посмотрим значение имен чуть позже. И зачала опять и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого. И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов. От всего наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Поэтому нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать. Интересная история такая. Даже интересно, что будет дальше. Да, что будет дальше? Слушайте, я вам тут еще анекдот такой, я все думал, рассказывать его, не рассказывать. Детский анекдот, я его со школы помню. Женщина купила попугая в зоомагазине. В клетке накрыла его, ему там... Сразу подозрительно было, почему владелец зоомагазина пытается от него избавиться. И в цене уступил, и все отдал. В общем, она его приносит домой, открывает, покрывало это с клетки и говорит, привет, птичка. Попугай в ответ, привет. И страшная же ты. Она обиделась на него, закрыла его, сутки вообще не открывала, не доставала. На вторые сутки открывает его
И говорит опять, привет. Ну что, попугай опять, привет. Ну и страшная же ты. Она опять его закрыла и неделю его вообще не доставала, ничего ему не давала. Открывает и говорит, привет. Попугай в ответ, привет. Она такая, ну? Ну ты сама знаешь. К чему я все это говорю? Вы знаете, есть такое выражение, что красота, она в глазах смотрящего. Я посмотрел вообще, откуда пошло. Когда-то кто-то написал роман, не у нас, как бы, да, писательница. Вообще ошибочно фразу приписывают Оскару Уайлду, но я так понял, что это не он. Но не суть, а суть в том, что значение этого выражения, это, что красота – это вещь очень субъективная. И во многом она зависит от мировосприятия конкретного человека. В чем ты воспитан, как ты к чему-то относишься. То есть два человека могут иметь разные мнения насчет красоты, ну, кого-либо. Какого-то предмета или человека, вы понимаете, да? Ну, знаете, я вот просто вам, знаете, не знаю, как у женщин, вот у мужчин, например, бывает, или там, знаешь, ну вот мы там были где-то, помнишь, да, там обратил внимание, вот там кто-то был, ну такая симпатичная. Такой, в смысле симпатичная? Я там, говорит, симпатичных не видел, как бы. Ну или там это, вот у меня там жена такая симпатичная, или это потом там друзья такие, ну как бы каждому свое, конечно. И что удивительно, ну он-то считает, он прямо влюблен, и он считает, что красота, то есть важно, ну для кого? То есть красота, она в глазах смотрящего. И это действительно истина, да. И, ну, просто еще такой пример. Вот все вы знаете, что, ну, мы как северяне бледнолицые, да, как бы, вообще люди, ну, у нас как-то загорать это хорошо. И вообще западная культура, вот, да, она такая вот там, всякие бронзаторы есть, солярии строят для того, чтобы человек, он, ну, хоть немножко потемнее был, потому что, ну, я совсем такой синенький аж, как бы, да, кровь видно. И у нас это, ну, это считается, что это круто. То есть, ну, как-то, какой-то признак успеха, может быть, да, вот если ты зимой такой загоревший. А где ты загорел, да? Вот. Но если поехать в Азию, если кто-то был у нас, ну, наверное, многие путешествовали, то есть Таиланд, Вьетнам, вообще все страны. Женщина, если она куда-то выходит, то есть жара, она одета полностью вся. То есть ноги закрыты, руки закрыты, вот такая шляпа, либо какой-то козырек, маска. Да, те части тела, которые торчат, они там мажутся вот таким слоем, там, кремом, там, SPF-ка 50-я какая-то, или там вообще, не дай бог, там, что кожа, она потемнеет. Плюс они потребляют отбеливающие крема с невероятной силой. Потому что для них, чем светлее кожа, тем лучше. Да, как бы, это для них вот, как бы признак состояния какого-то, молодости, богатства, успеха там, и так далее. И очень ценится, и никто не хочет загорать вообще. Поэтому они смотрят на всех, ну, ненормальные, да, как бы. Вы понимаете, о чем я? То есть красота – понятие очень относительное везде. Вы знаете, что, ну, вообще, вот если посмотреть на творчество, не знаю, того же Микеланджело, который там лепил статуи и так далее, знаете, ну, как бы мужчины многие бы поспорили, что то, кого он тогда лепил, это был эталон красоты, что вот сейчас как-то немножко, ну, по крайней мере у нас, да, ну, как-то чуть-чуть постройнее, да, или это. То есть я думаю, что если бы сейчас наш, как бы, эталон, который, опять же, навязывается через телевизор, через что-то, да, ну, я думаю, так, те бы мужчины, они тоже бы, наверное, не оценили. Ну, как-то немножко не то, да? Но вы знаете, что сейчас вообще индустрия на этом построена. Например, если взять вот в Южной Корее, просто все с ума посходили на пластических операциях. И все туда едут, и как бы у женщин очень популярно, чтобы лицо оно было в виде сердечка. Скулы вот здесь, подбородок. И, ну, как бы я не знаю, там это хирургические операции, то есть кость нижнюю челюстную ее ломают в 3 местах, центральную часть вытаскивают, эти 2 соединяют, чтобы такой подбородочек был остренький. Ну, как бы каждому свое кто-то, да? Что я хочу сказать, что вот в прямом смысле красота, она в глазах смотрящего. В 20 веке, вы знаете, вот начало, если вспомнить, помните, когда вот пошла вот эта мода на талии, чтобы прямо было. Женщины, то есть начались вот эти корсеты, которые там затягивали. Самые продвинутые, они удаляли 2 нижних ребра. Ну, чтобы ребер нет, соответственно, там как бы
То есть, ну, нет ничего нового в этом мире. Сейчас там пластика какая-то, раньше ребра вытаскивали. Красота в глазах смотрящего. Но вот в те времена, во времена, вот, которые мы читали, когда Иаков, он пришел и взял замуж, да, женился на Лии и Рахель. Вот в прямом смысле красота, она была в глазах. Вы знаете, сейчас во многих восточных странах это до сих пор осталось. Ты когда идешь, ну, вы понимаете, да, у них как бы по Корану, по закону, то есть женщина не должна иметь, например, открытых участков тела, и везде от страны к стране это разнится. Кто-то носит прям вообще мешковатые вещи, да, чтобы вообще ничего не видно было. Как бы, да, и кто-то полностью закрывает лицо, но если лицо, оно не полностью закрыто, а вот так. Вот эти глаза, которые там есть, знаете, это единственное, что есть, и там максимум туда просто вкладывается вот эти брови, ресницы, подводка, то есть там прямо взгляд должен быть жгучий, ну потому что больше ничего нет. Я так понимаю, это моя версия, я не знаю, но вот я когда встречал, и то же самое было тогда. Сейчас еще тоже, ну, некоторые страны, они позволяют более облегающую одежду носить, и тогда женщины, она вроде бы и закрыта, как бы и нету кожи открытой, но, например, там брюки, они повторяют полностью силуэт тела, то есть там непонятно, что там закрыто, ну, то есть тоже очень условно. Но глаза для них это прямо... Если вот кто-то, не знаете, никто не летал в какой-нибудь арабской авиакомпании, вот там Emirates, например, у них есть такой стандарт для стюардесс, знаете, ну, у них, во-первых, такие вот красные, чуть не сказал, панамки, ну, в общем, головной убор, есть какой-то шарфик здесь, и обязательно вот черным-черным глаза должны быть сделаны, и ярко-красная помада у всех. То есть, я так понимаю, ну, это явно не совпадение, это дресс-код такой в авиакомпании. И вот глаза для них, и тогда это было тем более, то есть, ну, женщины, они также, Восток, если сейчас такие требования, тогда это было... Это все, что было видно, и прямо, я думаю, знаете, я просто вот к чему это? Мы прочитали вот в синодальном переводе, 29 глава, 17 стих. Лия была слаба глазами, и дальше продолжение, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Я смотрел разные переводы, что означает вообще слаба глазами. И знаете, вот на иврите вообще буквально написано, глаза у Лии были мягки. Если вот дословно переводить. То есть что это значит? Ну вот как-то по контексту все по-разному переводят, но практически все сходятся к тому, что ну, не очень невыразительные глазки, в общем, у нее были. Как-то красота была не очень у нее с глазами. Кто-то, очень редко, когда кто-то говорит, что она была там, ну, что был физический недостаток, что она там была близорука. Не-не-не, я не думаю, что она была косая. Там бы точно... Ну, просто говорят, ну, невыразительные глаза, не очень была. А Рахиль была стройна и хороша с тобой. Давайте я вам еще, знаете, вот пару переводов просто. Мы прочитали синодальный, новый русский перевод. Они вообще переводят. Лия была не так красива, как Рахиль, а Рахиль была стройна и хороша собой. Перевод русского библейского общества. У Лии глаза были некрасивы, зато Рахиль была прекрасна лицом и станом. Ну, в общем, вы поняли. Я думаю, что, скорее всего, вот они имели в виду, ну, как-то там вот зацепиться и не за что, если там все ходят, как бы, глаза у нее были, в общем, не очень. Ну, то есть большинство сходится на том, что вопрос именно касается красоты. Я у одного комментатора прочитал, что глаза Лии сделали ее незаметной, нежеланный, нелюбимый и вот на тот момент и незамужний. Даже Иаков, когда он пришел, он на ней не хотел жениться. Он на младшей хотел, сестре. И, ну, по всей видимости, больше никто и тоже не хотел, так как она была не замужем к этому моменту. И... Знаете, как кто-то заметил, для Лавана, для отца, это была тоже какая-то такая проблема. Потому что когда выдаешь дочь замуж, у тебя там какой-то прибыток, вот здесь человек там 7 лет пашет, да, бесплатно, только за это кто-то там колым приносит. А здесь, если она замуж не выходит, это, ну,
ты ее и будешь кормить, поить и обеспечивать до конца дней ее жизни. Это обязанность отца. Если он отдает ее за мужа, то это уже ответственность мужа. Да? Кормить, одевать ее и так далее. Ну, то есть это тоже было. То есть она по факту нежеланна, нелюбима, ну, практически вообще всеми, если можно так сказать. И тут появляется у нас Иаков. Я не знаю, в каком месте, когда Лаван, у него созрел такой хитрый план. То есть изначально, я думаю, он искренне его спрашивает: ну, ты же мой родственник, почему ты будешь у меня работать бесплатно? Давай я тебе, буду платить. Он говорит: мне вот понравилась твоя младшая дочь, давай я отработаю 7 лет, и ты отдашь мне ее замуж. Я думаю, что здесь он был искренен. Хорошо, давай. Но потом в процессе он решил, да, как-то устроить такой подлог, и я сразу 2 дочерей выдам замуж. И как бы 14 лет у меня отработает. Ну, коварный план, конечно. Но я просто хочу, представьте только, быть нежеланной, нелюбимой, и даже отец твой родной, и то думает, что ты какое-то обязательство. Что-то надо с тобой делать. И потом вроде бы отец, тоже с другой стороны как бы устроил судьбу, выдал замуж. И мы сейчас не касаемся вот этих традиций, да, многоженства и так далее. Вы знаете, да, что у нас нет таких традиций. Мы сейчас этого касаться не будем, и Бог, Он вообще не поощряет на самом деле это. Да? То есть муж и жена должны быть одни. Это не пример для подражания. Но отец выдает ее замуж, устраивает ее судьбу, но и здесь Лии приходится соперничать со своей сестрой, которая красивее ее. Ну, как вы думаете? Вообще как-то не очень, да, все это звучит. Понятно, что у нее не особо шансов там. Но потом вмешивается Бог. 29 глава, 31 стих. Говорится следующее. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». То есть он дал способность Лии рожать. А Рахиль, она не могла родить. Да? И, вы знаете, что на Востоке и вообще везде и раньше, то есть наследник – это прямо такая тема, а чем больше сыновей, вы понимаете, это вот, феодальное хозяйство такое вот крестьянское, то есть они там, овец пасут, коров пасут, все богатство в этом. Чем больше физической силы, тем больше шансов еще больше заработать, еще что-то делать. То есть нужны работники, сыновья. Это как, помните, как Соломон сравнивает, как стрелами колчан свой наполнил и так далее. Сейчас как-то в этом плане оно проще, но тогда это прямо великое дело было. Итак, 31 стих. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и дал ей, в общем, способность рожать». Рувим, первый сын, 32 стих. «Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Господь презрел, то есть увидел, да, мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И на иврите или по-еврейски Рувим, значение этого слова, оно напоминает, что он увидел несчастье мое. То есть Господь презрел, то есть он увидел, да. Поэтому она так его назвала. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, мотивация этого у нее какая вообще? Она пытается понравиться мужу, да? Она все хочет быть любима, там, и сына она рождает, и вроде бы она Богу как бы воздает, но она говорит, что сейчас он на меня посмотрит, я родила ему сына. Но ничего не происходит, да? После этого она рождает второго сына и называет его Симеон, да? Это 33 стих. Она снова забеременела, и когда родила сына, сказала: «Так как Господь услышал, что я нелюбима, Он дал мне еще и этого». И она назвала его Симеон. И на иврите Шимеон очень напоминает слово «услышать». И что Бог, Он меня услышал. Я все хочу, Он дал мне еще одного сына. А Рахиль, она до сих пор не может рожать. Да? И уже 2 сыновей, но тут она и 3-го рожает, да? И 34 стих. Она снова забеременела, и когда родила сына, сказала: «Теперь, наконец, мой муж привяжется ко мне, потому что я родила ему 3 сыновей.
поэтому он был назван Левий. На иврите Левий или Левий напоминает, звучит как слово «привязывать». Привязывать, присоединяться. Вот она, наконец-то я мужа привяжу к себе. 3 сыновей ему родила. И дальше. И снова она забеременела, 35 стих. «И когда родила сына, сказала, на этот раз я возблагодарю Господа». Поэтому она назвала его Иуда. Потом она перестала рожать. И Иуда, или Иегуда, по звучанию напоминает еврейское слово «благодарить». То есть, и я хочу обратить ваше внимание, что в этот 4-й раз на мужа она уже крест поставила. Она уже там никому не пытается угодить. Она говорит, а сейчас я вас благодарю Господа. Просто вот у меня еще один сын. Я не знаю, может быть, так просто написано, но вот какая-то вот мне видится в этом вот такая вот история. Еще раз, то есть изначально вообще весь смысл, и то, что она рожает сыновей, и она благодарит Бога за это, да, и называет их вот такими именами, но вся мотивация, она на то, что, наконец-то муж, он обратит на меня внимание, что я привяжу к себе мужа, я ему понравлюсь, он будет любить меня. Господин назначил меня любимой женой. Помните, как у нас белое солнце пустыни, да? Трэш, конечно, да, вот в этом плане. Представляете, то есть ты живешь, потом появилась какая-то Гюльчатай, которой 18 лет. Кого господин назначит любимой женой, как вы думаете? Да? Здесь младшая сестра. Но вот имена вообще, ее сыновей, они говорят вот о ее вере в Бога и вот об отношении. Симеон, Бог меня услышал, да? Это уже 3-й. И Иуда, благодарение, да, слава Богу. Поначалу вообще там, привязать, там это, а потом Бог услышал. Благодарение. Я верю, что Лия, она была женщиной веры. И даже в этом вот несчастье, несчастная судьба, да, и вот в отчаянии в таком, ее глаза, они были сосредоточены на Боге. И Бог, Он наградил ее, Он ответил ей. И Он не просто наградил ее сыновьями, но Он наградил ее наследием в этих сыновьях. Ее сыновья, они стали ключевыми фигурами вообще в израильском народе, в истории Израиля, в Божьем плане для Израиля, особенно 3-й и 4-й сын. То есть вы знаете, что у Иакова, от него пошли 12 колен израилевых, то есть от 12 сыновей, и здесь вот 3-й и 4-й, то есть Левий, в его колене или в его роде, из его рода произошли Моисей, Аарон, и потом вообще колено Левия, оно стало тем коленом, то есть священническим, тем людям, которым было заповедано заботиться о скинии и о храме. То есть отделенные были люди. Чтобы, это прям ключевые люди в том, чтобы была связь у народа с Богом. Вы понимаете, да? То есть это был священнический род, священническое колено, и пошло оно от этого Левия. И Иуда из его колена, да, его колено был Давид, Соломон, Иезекия и много-много других великих царей израильских, они произошли оттуда. И в конечном итоге Иисус, Он также из колена Иуды. То есть наш Спаситель, Он также был из его рода. Когда я вообще размышлял над этим, смотрелся, я вообще понял, что вот Бог сделал для Лии и вот для ее сыновей. И я как бы думал, что Бог Он использовал молодую девушку,
которая была нежеланна, нелюбима. И через нее Бог дал самых важных людей для Израиля. Лии были даны сыновья, и через этих сыновей Израиль получил своих самых величайших лидеров, ключевые фигуры и в конечном итоге спаситель для всего человечества. Можно сказать, ну, все хорошо, да. Давайте вернемся, насколько страшная была Лия. Незаметная, нежеланная, нелюбимая, незамужняя. И тут появляется Иаков, да? И он не хотел жениться на ней, ну, не планировал, так скажем. Не то, что не хотел, не планировал. И как вообще справиться вот с такой отверженностью в своей жизни? Для женщины, представьте. Но что Лия, она сделала правильно, она повернулась к Богу. Она смотрела на Бога, чтобы Он услышал ее. Она смотрела на Него, чтобы воздавать Ему хвалу. И вот это вот самое важное, что она сделала в своей жизни, и то, что изменило ее жизнь вообще. Вы пока... Я понятно излагаю? Я как-то давным-давно слышал такую историю. Был такой, знаете, в церкви консультант по семейным отношениям, ну и вообще консультант именно. И к нему обратилась семья, супружеская пара, с проблемой, что их сына положили в психбольницу на обследование. То есть у парня пропал всякий интерес к жизни, то есть депрессняк, он там стал дошел до того, что они его определили в психиатрическую клинику, причем в частную, которая стоит сумасшедших денег, это только обследование. Но это не означает, что его там закрыли, пока просто на обследование, выяснить. И они попросили, чтобы консультант этот, он встретился с ним. И он, с разрешения врача, он приходил, и они вели беседы. И он пытался его разговорить, то есть во время бесед выяснить, в чем причина. И в какой-то момент он ему задал такой вопрос, говорит: слушай, если бы у тебя была возможность, и ты мог бы изменить все, что угодно в твоей внешности, ты бы воспользовался этой возможностью? На что он ответил: конечно. Он говорит: что бы ты изменил? Он говорит: я бы изменил свое лицо. В каком смысле? Почему? Они там дальше разговаривали, и суть в том, что это был подросток, и в школе к нему подошли какие-то там младшеклассники, мелкие, когда он был в коридоре, и говорят: ну ты урод. Сначала один, потом второй, и этот парень, он как-то это зацепило его, он в это поверил, и он считал себя уродом. И вот это все, оно просто начало над ним давлеть до такой степени, что у него пропал вообще интерес к жизни. В тот момент, когда они этот консультант, он обнаружил это, он просто начал ему, это была верующая семья, еще раз, да, они обратились к консультанту в церкви, и он ему начал рассказывать, приводить примеры из Библии, и показывать ему, что нужно принять то, какой ты есть, то, что ты не можешь изменить. То, что тебе дал Бог. И он просто вел его по местам Писания, показывал, и в течение недели парня выписали. Что же он такого ему говорил? Что он ему показывал? И вот первое, знаете, это... Самое первое. Римлянам 3:23. Все согрешили и лишены славы Божией. Мы все испорченный товар. Нет, этот мир, он падший. Бог, он по-другому его задумывал. Всякое бывает, да. Включая тебя и меня. Но при всем при этом, знаете, Псалом 138, 14 стих говорит: «Славлю тебя,
потому что я дивно устроен. Еще один перевод, то же самое место, я просто... Славлю тебя за то, что я так удивительно, так превосходно создан. Ну, как бы раскрывает больше. На самом деле Библия научит, что ты и я, мы созданы по образу и подобию Божьему. Аминь. Вторая вещь, которую он показывал, знаете, Бог, Он создал нас, сформировал нас для какой-то цели. Псалом 139, 16 стих. Говорится следующее. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни». Дальше, внимание. «Для меня назначенные». Бог что-то запланировал для тебя. Когда ни одного еще из них не было, из этих дней, да? Есть у Него план для тебя. Он тебя создал таким, какой ты есть, для чего-то. И для такого, как ты есть, у Него есть план. Исайя 45 глава, 9 стих говорит. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук». Если тебя Бог создает, не нужно с Ним припираться. Кстати, вот то, что мы в начале по поводу смены пола, тоже как бы я вообще не планировал, но оно все в одну канву. Как бы, да? Все, что в тебе есть, сформировано Богом. И это сформировано с той целью, чтобы дать тебе смысл и наделить тебя чем-то, чтобы ты что-то делал. Третья вещь, знаете, на что он ему показывал? Бог еще не закончил с тобой. В каком бы ты возрасте ни был. Знаете, Ефесянам 2 глава, 10 стих. Говорится, «Ибо мы Его творение, да, созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Но здесь, «Ибо мы Его творение». Он наш Создатель, и Он еще продолжает работать. Не в том смысле, что Он один раз сделал, и все. Да? Это процесс. Филиппийцам 1 глава, 6 стих говорит, что Бог, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То, что Бог, Он в тебе начал делать, Он будет до последнего дня. Если при нашей жизни Иисус, Он придет, Он будет что-то производить в тебе. Он еще не закончил. Это не какое-то там, совершенное время, прошедшее. Бог, Он никогда не бросает и не перестает работать над тобой. И четвертая вещь, да, у Бога есть, знаете, такой вот внутренний идеал, на кого ты должен быть похож. И этот идеал – это Иисус. Он формирует тебя, придает тебе какую-то форму, пока ты не начнешь отражать Христа в своей жизни. Поэтому то, какие мы снаружи, это важно, конечно. То есть не поймите меня неправильно. Но это не так важно для Бога, как важно, что у нас внутри. И пятое, знаете, если необходимо, Бог, Он принесет в жертву вот внешнюю красоту для того, чтобы развить какой-то вот внутренний характер. Вы знаете все, что во 2 Коринфянам, 12 глава, 8 стих, Павел, он молился 3 раза. Он говорит, что у него было жало во плоти, нам не говорится, что это такое. У него был какой-то или физический недостаток, или болезнь какая-то. Он говорит, я Бога просил 3 раза, чтобы Он у меня убрал. На что ему Бог ответил следующее. 2 послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И дальше Павел пишет, «И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова. Мы сейчас немножко больше этого коснемся, но здесь суть в том, что когда человек может сделать все сам, и я силен, и я хорош, и мне вообще ничего не надо, я все сам. Но если в чем-то у тебя нет своей силы, ничего не остается, как только на Бога уповать. И в этом, что ты нуждаешься в нем, ты обращаешься к нему, он может через тебя работать, и проявляется его сила. И поэтому Павел говорит здесь об этом. Я сам не могу, но сила Божия, она действует через меня. Вы понимаете? И она проявляется именно в слабости. Потому что человек, когда может все сам, он все сам и будет делать. И шестое, знаете, есть определенные вещи, уже неизменные в твоей жизни. Лицо, тело, рост, пол. Не будем касаться всяких экстремальных вещей сейчас. Ну, не нужно говорить, что можно и кости нарастить, там, и внешность изменить. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Но Бог, Он может использовать тебя таким, какой ты есть, и создать тебя ценным, и нужным, и востребованным. Независимо от того, есть ли у тебя какие-то физические недостатки. Итак, когда вот этот советник, он вот так, провел его по всем этим местам, да, вот Библии, показал вообще на самом деле. Он говорит, что давай помолимся. А следующему он говорит, в молитве его повел и говорит, прежде всего я хочу, чтобы ты поблагодарил Бога за то, чем Он тебя наделил, что у тебя есть. А второе, это особенно за то, за что ты раньше не был особо благодарен. И в-третьих, он говорит, что Бог, пожалуйста, не заканчивай со мной, помести меня. Знаете, вот есть в «Слово жизни» Москва песня, вот «Шедевр», что я Божий шедевр. Вот. И здесь он говорит, что помолись Богу о том, чтобы Он поместил меня вот в этот, на мольберт. Он еще не закончил, он еще создает этот шедевр. То, что я хочу донести, это то, что когда ты отдаешь себя Богу, неважно, да, вот там твои какие-то физические недостатки или недостатки во внешности или еще что-то, это не то, что определяет, кто ты есть такой. Но то, насколько ты позволяешь быть в тебе Богу, проявляться Его силе. Вот это определяет тебя. Я понятно говорю? Я вот не знаю, у нас теперь возможность есть такая, тут ролики смотреть, фотографии. Я вот не знаю, можно попробовать там ролик с YouTube поставить, пока, только если он откроется, там есть он у нас, с нужного места нет. Нет, да, это вот не то. А можно его попробовать вот открыть? Я просто там, когда отправлял ссылку, Давид, там, знаешь, там вот прямо именно с той секунды, с которой надо, потому что ролик очень длинный, и мы не будем его весь смотреть. Если попробовать, либо там найти, я вот не помню. Я пока словами скажу, может быть, мы там увидим, там нам надо немного. Здесь суть в чем? Это отрывок телепередачи в Америке, и она называется, по-моему, «Обмани нас». То есть два фокусника известных, которые всевозможные эти делают, они приглашают людей, которые показывают им фокусы, и они должны попытаться сделать все так, чтобы они не заметили подвоха и как-то, суть именно в этом, обмани нас. Покажи нам как что-то такое, чего мы не знаем. И они приглашают, там есть такой мужчина, уже взрослый, и он показывает всякие трюки с картами. И он рассказывает, и в процессе этого он говорит, я живое подтверждение тому, почему нельзя играть в карты на деньги ни с кем.
Да, это вот он как раз... Ну, вот здесь, наверное, можно попробовать включить. Он говорит, что, ну, вот я вам сейчас покажу вот стандартные вещи, которые... Вот, which is what is known as riffle. рифл это, ну, Riffle. тусую карты, да, вот. И он показывает. A block cut or a strip cut. Another riffle. A cut. That is basic casino Ну и procedure. снять, я не знаю, как это называется. That's where the hustlers hang out. Here's something you never do when you play for money. Еще раз, можно на это? И вот смотрите, обратите внимание, он тусует колоду одной рукой. Сдвигает одной рукой. Он говорит, что это то, чего не нужно делать, когда ты с кем-то играешь на деньги. Потому что если кто-то увидит, что ты так делаешь, они сразу убегут. Никто в здравом уме не будет играть. Now, Ben, how many times would you say I shuffle and cut this Он deck? говорит, как думаешь, сколько я раз перетусовал колоду? Он говорит, ну 6 или 7 раз. This deck is evenly mixed. Does А that теперь, look говорит, good to you, посмотри, Ben? все масти должны быть разложены. Обратите внимание, тузак, двойка, ты там поехала. Perfect numerical order? Он только что тусовал карты. И потом, когда он разложил, можно на паузу ставить. Ну, в смысле, вообще убрать его, выключить. Там потом очень много всяких таких вещей. Он только что тусовал колоду, тусовал ее одной рукой, такой, давал им сдвигать карты. Потом раскладывает, и все карты выложены по одной. Ну, как он еще раз говорит, что я прямое доказательство того, что не нужно играть с незнакомыми людьми в карты. Тем более на деньги, как бы, да? Ну, вас все равно обманут. И я вам не сказал, что он слепой еще ко всему. В 9 лет он потерял зрение. В смысле, полностью. Он вообще ничего не видит. Ну и он такой, как бы, вот после этой передачи вообще там, ну, в ютубчике его можно найти, он там это, Ричард Тернер его зовут. Когда ему было 9 лет, он потерял зрение. Что интересно, здесь я просто, ну, можно было бы включить, я не знаю, может быть, потом мы сделаем. Сейчас говорят, Яндекс переводит автоматом ролики. Я вчера попробовал, у меня почему-то все тормозило, и, в общем, я как-то не это... Я могу тоже синхронно перевести, но я вам перескажу. Суть в чем? Он здесь просто рассказывает, он говорит, что я не считаю себя слепым, потому что я вижу вещи другими способами, какими люди не могут их увидеть. Он говорит, что мои пальцы дают мне 10 глаз. Я могу чувствовать то, что другие люди они вообще не могут чувствовать. И дальше он там говорит, у нас у всех есть какие-то препятствия. У каждого есть какие-то недочеты и проблемы. Но он говорит, вы знаете, что я считаю самой худшей, самым худшим недостатком физическим у человека? Он говорит, что это откладывание на потом и лень. И вот это, говорит, оно дает тебе слепоту, может дать тебе в любой день в твоей жизни. Еще, кстати, я тоже не сказал, он помимо того, что он вот слепой, вот он такие вещи делает, у него еще и черный пояс по карате. И самое удивительное, он говорит, что я за 45 лет ни разу в жизни не пропустил ни одной тренировки. Вообще. В любом состоянии, в любом там этом. К чему я его привожу? Вы знаете, он отказался соглашаться с тем, вот с теми недостатками, которые его ограничивают, да, стать на пути к тому, что он может делать. Вы понимаете? Он повернул их какие-то в свои плюсы. И что самое удивительное, он еще и верующий человек. А когда вот он был тинейджером, ну, слепота и так далее, то есть вот он рос, там в какой-то момент наркотики появились, была куча не очень правильных решений, но потом у него появился вот такой наставник, который был фокусником. И второй наставник в его жизни, как он говорит, это была церковь. Одно из видео, которое вот есть в сети, он там, знаете, я вот слова просто выписывал, говорят, он говорит, как вы думаете, почему вы здесь? На какой-то вот там передаче он говорит, что я не думаю, что я здесь случайно. Я думаю, что это все часть какого-то большого плана. И я думаю, что за всем этим стоит Создатель. Так же, как я смотрю, например, он там приводит пример статуи свободы. Я вот смотрю на статую свободы, и я понимаю, что есть инженер, который это воплотил, есть архитектор,
который задумал сделать вот такой символ там свободы, да. И так как я здесь не случайно, но я часть какого-то плана, это заняло у меня много-много лет, вот дойти, уметь то, что я умею сейчас, достичь то, чего я сделаю. Но он говорит, что моя цель в жизни, внимание, это вдохновлять других, вдохновлять и воодушевлять других, а в процессе удивлять. Как бы да. Он просто, знаете, это как вот Ник Вучич, помните, приезжал, то есть человек, сложно его назвать счастливым, да, наверное. Но он говорит, что он счастлив. Человек, у которого нет ни рук, ни ног, и вы знаете, что он верующий, и что вот он приезжал, когда в Россию, многие вещи делал, говорил, и он как бы вот это использует для того, чтобы проповедовать. Давайте вернемся обратно к Лии. Лия, она положилась на Господа, на Бога, чтобы Он помог ей в ее... она ничего сама не могла изменить. Чтобы Он помог ей изменить ее жизнь. У нее были такие препятствия, не знаю, ни одна женщина, наверное, сама по себе не позавидует и не сможет преодолеть. Но Бог дал ей детей, а эти дети принесли славу ее имени. До сих пор про нее говорят и помнят. Божья благодать была достаточна для нее. Помните, как Павел говорит? Его сила, она работала в ее слабости. У каждого есть какие-то проблемы, есть какие-то недочеты, есть какие-то изъяны. Но если мы со своими слабостями, изъянами, недочетами приходим к Богу, и Он может изменить это. И из жертвы сделать победителя. Аминь. На самом деле это вообще была очень воодушевляющая проповедь такая, знаете, как бы. Я думал, да, спасибо. Меньше всего я хотел вас загнать в уныние. Мы все взрослые люди, мы понимаем какие-то определенные вещи. Внешность, она тоже важна. Мы знаем, что встречают по одежке и так далее. Но не хочется опускаться до банальности и говорить, что важен внутренний человек и так далее. Но важно обращаться со своими проблемами к Богу. И Он может это использовать. Его сила, она будет работать в тебе через то, что ты не можешь, что ты слаб. Отдай просто это Ему. Аминь. Прославление уже можно позвать. Чего вы там сидите? Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы еще прославим Бога. Пойдем вниз, чай попьем. Аллилуйя. Господи, я прошу Тебя, Господь, все, что было от Тебя, пусть это принесет какой-то плод в жизни людей, но если я принес какую-то от себя тяну человеческую, пусть упадет, умрет, не будет никакого плода. Пусть все будет понято правильно, Господи. Я прошу Тебя, благослови каждого, кто слышит это слово, и чтобы был какой-то результат во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Давайте Богу споем. Да, кстати, вот я подошел еще к ведрам, я забыл про десятинные пожертвования. Можно попросить? И, может быть, туда тоже сделать, пока уже там или петь будут, или это, вы знаете, что вы все знаете. Я вам говорить ничего не буду. То есть мы существуем на пожертвования, которые мы даем. Можно делать в электронном виде по номеру этой карты и также старым способом.
чтоб славить живу, чтоб славить тебя. Отдаю себя, отдаю тебе, ведь ты жизнь отдал мне. Еще раз. Живу, чтоб славить, живу, чтоб славить тебя. Отдаю себя, отдаю тебе, ведь ты жизнь отдал мне. Подобных нет тебе, Бог, подобных нет тебе, Бог. Слава Богу. Все, на этом наша официальная часть закончена. Можно опуститься вниз, попить чаю, пообщаться. Добро пожаловать в следующее воскресенье. Оставайтесь также на связи. У нас, кстати, вот вы видели, мы тут леса привезли, строительные имеется в виду. Собираемся вот делать сливы крышу. Вспоминайте в молитвах также. А то у нас там что-то работники заняты, материал мы еще не купили. В общем, жизнь продолжается. Поэтому вспоминайте в молитвах своих, хорошо? Все, давайте, до свидания. С миром Божьим по домам.